А сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро! Доброе предпраздничное и доброе очень холодное утро. В студии «Эхо Москвы» в Уфе Никита Полянин, мой коллега Максим Курников, Лилия Клюковская, которая сегодня успела, несмотря на заморозки, несмотря на мокрый снег и несмотря на огромное количество, видимо, в связи со снегом, сотрудников ГИБДД по дорогам Уфы. Наш СМС-портал +7 927 304 1051. Можете писать нам темы для беседы, можете даже сообщить, как вы добрались на работу, ну и потом просто послушать наш эфир. Вы так уверенно сказали снег, ну снежок разве? Нет, чуть-чуть еще совсем. Больше, чем в моем холодильнике, уже снег. Понятно. Ну что ж, я еще раз напомню номер для СМС +7 927 304 1051. Почему я его напоминаю? Потому что мы разыграем журнал «Дилетант». Вопрос посложнее, чем обычно, как мне кажется. А с другой стороны, мне кажется, можно догадаться. На одной из соседних улиц с нами, в Уфе. В Уфе. Ну, давайте я назову улицу. На улице Чернышевского стоит дом. В этом доме, можно сказать, зародилась, ну или, по крайней мере, это одно из тех мест, где зародилась, одна из известных, наверное, даже во всем мире газет. Вопрос, что это за газета? +7 927 304 1051, номер телефона для СМС. Пожалуйста, присылайте, а, соответственно, победители получат журнал «Дилетант». У меня к вам просьба, дорогие друзья, не забывайте подписываться. Раз уж мы заговорили об истории, то в нарушение всех традиций мы должны, в общем, сказать о том, что мы будем говорить, и должны обозревать сейчас газеты и так далее. Я сначала, в общем, поговорю об истории и о вопросах. Дело в том, что в Уфе есть такой замечательный парк «Россия. Моя история». Это исторический парк, он находится в ВДНХ, и если вы там еще не были, то я вам очень рекомендую туда сходить, даже если были. Мне кажется, туда, тем более вы еще раз ходите и вернетесь, потому что там невероятно круто. Я вам могу сказать, что как человек, который в этом году только посмотрел несколько очень крутых музеев, например, Национальный музей в Вашингтоне, в который я собирался зайти на 2-3 часа, а в итоге застрял на 6-7, и не сходил в другие хорошие вашингтонские музеи, так вот, дело в том, что он действительно сделан по последнему слову техники. Это не музей, там нету этих артефактов, знаете, там нету экспонатов. Там именно сделано все для того, чтобы вам это хорошо попадало в голову и запоминалось. Да? Там все это картинками, фильмами, все это движется, все это переливается. С указкой, никаких тетенек с указками. Ну, на полном серьезе, честно, я вот немножко с предубеждением, наверное, даже шел туда, думал, что, может быть, у меня поэтому были чуть-чуть заниженные ожидания, но то, что я увидел, это просто фантастика. Ну, серьезно, это мировой уровень, абсолютно, и Уфе, наверное, повезло, что в Уфе есть такой исторический парк. Я всем рекомендую, тем более впереди дни, когда это можно сделать с двойной пользой. Почему? Потому что с 4 по 7 ноября там будет специальная программа. Потому что эти дни, ну, понятно, 4 ноября, День народного единства, и день, который принято в этот день говорить о поляках, ну, не о поляках, даже скорее, сколько о том, что происходит в смутном времени, да. А 7 ноября это, понятно, день столетия Октябрьской революции, и по этому поводу там будут организованы лекции и экскурсии специальные. Причем экскурсии специально сделаны таким образом, они бесплатные экскурсии. Если вы там покупаете билет в этот парк, то бесплатно вы можете попасть на экскурсии. Экскурсии двух типов. Экскурсия первого типа – это посвященная смуте. Она посвящена смуте, понятно. И буквально 20-30 минут эта экскурсия, она небольшая. Да? А вторая экскурсия посвящена октябрьским событиям, ну, то есть в революции, да, и она тоже 20-30 минут. И вы можете, на самом деле, попасть на ту и на другую, если вам захочется, потому что они буквально там с интервалом в час. Допустим, в час начинается экскурсия по февралю-октябрю 2017 года, а в 2 часа уже начинается экскурсия по смуте.
Поэтому можно совместить. Ну, мне так кажется, я не знаю, какие там эти особенности. Но еще самое главное, там будут лекции. И вот как раз о лекциях я хочу сказать отдельно. 3 ноября, то есть сегодня, дорогие друзья, будет лекция доктора исторических наук, профессора Башкирского государственного университета Хазиева «Минин и Пожарский в исторической судьбе России». Надо сказать, что с Рустемом Хазиевым мы познакомились вот на этой неделе, и мы тут же начали записывать программы. И я уже много раз слушателям обещал, что у нас будут программы по истории Республики Башкортостан, да, ну, по истории, в общем, той земли, где мы живем, потому что она не всегда называлась Республика Башкортостан, как вы понимаете, да? Родном крае. Родного края, да, давайте так. Ну, мы назвали ее «История республики», по крайней мере, рабочее название у нас такое. Мы записали уже несколько программ, и мы еще запишем, а потом еще и будем в прямом эфире их делать. Так что мы, в общем, с ними подружились, я вам честно скажу. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным. Не хочу анонсировать то, что пока еще в планах. То есть есть просто программы, мы уже записали, я поэтому их анонсирую, да, так немножко. Но там планы у нас, я вам скажу, грандиозные. Так вот, надо сказать еще, что лекция будет 3 ноября, то есть сегодня, по теме «Минин и Пожарский в исторической судьбе России», да. А, соответственно, 7 ноября, это будет рабочий день, я вам напоминаю, но тем не менее, 7 ноября будет лекция под названием «Великая Российская революция», тоже профессора Хазиева. Так вот, Великая Российская революция, обратите внимание, это современное название. И я специально уточнил у профессора Хазиева, он разделяет эту точку зрения, что все, что произошло в 17 году, называть Великой Российской революцией. Он сказал, да, именно так это и стоит называть. То есть, вот тем более, даже если вы не согласны с этим, то обязательно сходите. Чтобы узнать, во сколько все эти лекции, ну и вообще какие-то подробности, у них телефон очень легкий, 286 60 66. 286 60 66, 6066, да, в конце. Ну что, в общем, основное я объявление сделал. Еще раз хочу сказать, что с середины ноября у нас начнется трансляция программы «История Республики». И начинаем мы как раз, кстати, с гражданской войны. Вот мы сразу с трудной темы начали, с непростой. Все по поводу этого сказал. И, кстати говоря, к нам приходят сообщения с правильными ответами. Я еще раз напомню, что мы разыгрываем журналы «Дилетант». Журнал «Дилетант» в наших эфирах теперь будет тоже много. Даю я намек по поводу того, как мы будем сотрудничать с музеем, точнее, не с музеем, а с историческим парком. Так вот, мы спрашиваем вас, какая газета, можно сказать, зародилась на улице Чернышевского? +7 927 304 10 51. Что мне нравится больше всего? Приходят и правильные, и неправильные ответы. Ну а теперь давайте перейдем уже к обзору непечатной прессы. Итак, дорогие друзья, у нас с вами в первую очередь будет сейчас МКСЭД, потому что МКСЭД пишет о том, как Рустем Хамитов объявил о солидных грантах на сохранение башкирского языка. 2 ноября, то есть вчера, в Конгресс-холле глава Башкирии Рустем Хамитов провел совместное заседание Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан. Глава Башкирии выступил с обращением к аудитории, в которой собрались духовные лидеры традиционных конфессий, депутаты Госсобрания Курултая Республики Башкортостан, руководители силовых структур, представители национально-культурных объединений, другие общественники и журналисты. Нас не позвали, кстати. По словам Рустема Хамитова, пока активная работа общественности в основном сводится к проведению сабантуев. Извините, это звучит очень смешно. По словам Рустема Хамитова, пока активная работа общественности в основном сводится к проведению сабантуев, концертов и тому подобных массовых мероприятий. Нам пока не хватает другого, говорит он, масштабных проектов идеологического наполнения такого рода мероприятий, идей, которые объединяли бы всех граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Сейчас это очень важно и для республики, и для страны в целом, признался глава Башкирии, дав понять, что хотел бы потратить бюджетные средства все-таки на такого рода проекты, а не на привычные культурно-массовые мероприятия. Отдельно он остановился на проблеме изучения государственных и родных языков Башкирии. Напомним, до 1 декабря, это напоминает МКСЭД, текущего года главы регионов России обязаны отчитаться перед президентом России Владимиром Путиным о том, какие меры ими приняты для сохранения и развития государственных языков народов. Об этом Рустем Хамитов в своем выступлении тоже упомянул, подчеркнув, что им издан соответствующий указ. В соответствии с этим указом все наши усилия будут сконцентрированы по трем ключевым направлениям. Сгибаем пальцы. Первое. Разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов с подпрограммами башкирский язык, русский язык, родные языки.
Второе. Ежегодные гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народных республик. Третье. Создание фонда по сохранению и развитию башкирского языка, пояснил глава республики. Больше всего всех присутствующих заинтересовала информация о том, что каждое из этих трех направлений будет обеспечено серьезным финансированием, исчисляемым сотнями миллионов рублей. В частности, это гранты главы республики, размер которых, по словам Хамитова, составит минимум 50 миллионов рублей. Так вот, откуда эта информация. Я прям вчера была удивлена этой заинтересованности еврейской школы в Уфе. Там 90% родителей учащихся заявило о желании изучать башкирский язык. Заметьте, еврейская школа в Уфе. 90%. Наполнение фонда тоже будет в размере около 50 миллионов рублей, только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов республики будет существенно превышать цифру 100 миллионов рублей. То есть настоящий прорыв в части финансирования деятельности в этом направлении. Кстати говоря, я напомню, что разные политические силы по-разному высказываются на тему обязательности и необязательности изучения языков. И обратите внимание, что Владимир Путин, то есть если мы говорим о федеральных политиках, что Алексей Навальный, они, в общем-то, одинаково в этой ситуации мыслят. Нельзя заставлять, а надо заливать проблему деньгами. То есть каким-то образом поддерживать фильмы, книги, песни и так далее, культурные мероприятия, но не заставлять других. В отличие от, например, потенциально Ксении Собчак, потому что Станислав Белковский, который является ее политконсультантом, здесь в Уфе говорил, что он будет ей рекомендовать поддержать тех, кто выступает за обязательное изучение башкирского языка. Я еще добавлю, «Вечерняя Казань» сегодня сообщила о том, что одна родительница школьников в Казани, в кадетской школе-интерната, подала сегодня иск на принудитель в связи с тем, что ее сына принуждают учить татарский язык. Она обозначила этот моральный вред в 1 000 000 рублей. Надо заметить, что в прошлом она подавала уже на школу в суд, потому что считала, что столовая очень плохо обеспечивает питанием учеников. Но вот сегодня она поняла, что, наверное, она может побороться с тем, что ее сын изучает татарский язык принудительно. Угу. Вот эти вот цифры, как 100 миллионов, так и 1 000 000, они, знаете, откуда-то взяты, неясно. Конечно, было бы интересно, если бы на эти деньги реально создавались фильмы, создавались кружки для детей, курсы башкирского, татарского, чувашского, марийского языков, спектакли бы хорошие ставились. И тогда я действительно бы поддержала, я была бы согласна с этим. Я продолжу. Рустем Хамитов в том числе попенял на работу совета, который занимается вопросами языков. И вы смотрите, в последнее время работа этого совета, который возглавляет один из вице-премьеров правительства республики, не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Остался месяц. Замерла на уровне 5-10-летней давности. Эту работу надо проводить, поскольку Совет будет готовить предложение главе республики о приоритетных направлениях и механизмах развития, защиты и поддержки государственных языков. То есть над вице-премьером нависла тучка. Может быть, не туча, но такая тучка, по крайней мере. Вот что касается этого материала на МКСЭД. Еще раз напомню, это МКСЭД. Хамитов объявил о солидных грантах на сохранение башкирского языка, так называется статья. Еще один материал, о котором я не могу не сказать, он вышел вчера на портале Башмедиа, и надо сказать, что он такой. Вы знаете, обычно, когда пишут такие материалы, обычно используют обороты, которые позволяют трактовать что-то как мнение, а не как знание. Да? Однако статья на Башмедиа, она носит такой категоричный характер. То есть она утверждает некоторые вещи. Читаю. К борьбе за пост вице-мэра по строительству подключились люди из окружения Мавлиярова. Как стало известно Башмедиа, на минувшей неделе Рустем Хамитов был вызван на Старую площадь, то есть в администрацию президента, я так понимаю, да, имеется в виду. По сведениям наших источников, главу региона заверили в том, что он останется на своем посту до конца нынешнего срока полномочий, то есть до 2019 года. Это первое утверждение в статье, которое, весомое. Монументально пошатнувшиеся позиции уфимского сити-менеджера Эрика Илалова, с которым у господина Хамитова в последнее время был конфликт, воспользовалось окружение влиятельного выходца из республики Хамитова Мавлиярова. Как утверждают слухмейкеры,
На упраздненный пост вице-мэра Уфы по строительству лоббируется топ-менеджер башкирского кирпича Артур Хромец. При этом на должность негласно уже номинирован Андрей Свириденко, до недавнего времени зам по строительству в мэрии подмосковного Солнечногорска. Внимание, подмосковный Солнечногорск. Он появился в Уфе незадолго до триумфального возвращения Сергея Веремеенко. В скобочках мэр Солнечногорска Марина Веремеенко. Скобочка закрывается. Теперь этот кадровый расклад, по словам источников, под угрозой. По нашим данным, господин Веремеенко, до этого 3 недели регулярно находившийся в Уфе, отменив все встречи, внезапно отбыл. Вероятно, считают наблюдатели для консультаций. Глава администрации Уфы Ирик Елалов тоже улетел для встречи со своими покровителями. Этим объясняется его отсутствие на аппаратном совещании во вторник. Ко всему прочему, по госагитпрому, в кавычках, ну, то есть по государственным региональным СМИ, прошел устный приказ не освещать в средствах массовой информации деятельность сити-менеджера. На удивление, к нему прислушался даже муниципальный пиарщик Камиль Юлаев. Наблюдатели не исключают, что господин Елалов может стать фигурантом уголовного дела о растрате миллиарда рублей фондом реформирования жилья. До 1 декабря город должен вернуть фонду 500 миллионов рублей, причем возврат денег поставлен на контроль у силовиков. В свете последних событий вакантным может оказаться не только должность зама по строительству, но и первая позиция в мэрии. Полностью прочитал я статью на Башмедиа. Ну, вот так. Я поверила в существование шапки-невидимки. Кто-то рядом присутствовал и все записывал. Ну, согласитесь, да? То есть то ли инсайт какой-то очень мощный, то ли аналитика, которая подается как знание, а не как мнение. Но слухмейкеры, мне вот как-то Слово ближе. слухмейкеры, да? Мне больше нравятся утконосы. Утконосы. Почему? Ну, несут всякую утку. Вот что вы имеете. Утконосы, да, хорошо. Ну, это такой старый газетный термин. Кстати, о газетах, да, мы спрашиваем вас, какая газета начала, известная газета, я бы сказал, даже всемирно известная газета, можно сказать, начала свою жизнь вот здесь, на улице Чернышевского, буквально недалеко от нашей студии. +7 927 304 10 51. Ну и раз уж вы, Лилия, поприветствовали всех, сказав, что сегодня предпраздничное утро, я хочу вас спросить, а какой праздник вы имеете в виду? Тот праздник, который обозначен на календаре красным днем. 4 ноября. Да. Но и в большей степени, наверное, длинными выходными. Вот для меня. То есть для вас праздник просто выходный. Да. Мы уже неоднократно голосовали на тему, что для вас вообще это праздник или выходной, и большая часть Хотя праздников даже потому, что у наших слушателей вызывает скорее чувство тепла из-за того, что впереди выходные, а не потому, что это важная дата. Родительская обида. Мы еще 6-го будем с вами все отдыхать, а дети уже пойдут в школу. Ну, может быть, не во всех школах так. Может быть, только в тех школах, где не любят башкирский язык. Так вот, я знаете, что хочу сказать? Дорогие друзья, у нас с вами вот 2 даты, 4 и 7 ноября. Надо сказать, что и то, и другое даты такие, с потенциальной такой идеологической подоплекой, которую не все разделяют. А какой из этих дней вам ближе? 4 ноября или 7 ноября? Что для вас больше праздник? Вот больше вы можете назвать каким-то значимым для себя днем. 4 ноября, День народного единства, 262, 72, 47. Или все-таки 7 ноября, День Октябрьской Великой Октябрьской социалистической революции, 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Что для вас более значимая дата? 262, 72, 47, скорее 4 ноября. Может быть, вы в конце концов так ненавидите коммунистов, что готовы скорее отмечать 4 ноября, чем 7. 262, 72, 48, ну что это за придуманный праздник, 4 ноября? При всем разном отношении к революции, она все-таки была, это исторический факт, и глупо это как-то вот переносить на 4, да, 262, 72, 48. А началось голосование, и оно довольно активное. Еще раз напомню, 262, 72, 47 вы скорее отметите 4 ноября, 262, 72, 48 нет, вам ближе отмечать все-таки 7 ноября, 262, 72, 48. Очень интересное и активное голосование. Спасибо большое тем, кто участвует. Лилия, вы как комсомолка,
как комсомолка, как человек, которого не взяли в Компартию только потому, что в моей школе кто-то там не сдал 2 копейки взносов, и меня не отправили в Рейкьявик, я должна, конечно... Еще раз, так, из этого места поподробнее. Во-первых, вы писали заявление в партию. Меня рекомендовали в Вас Компартию. рекомендовали в Компартию. И когда рассматривали мой вопрос, мне было очень смешно со всем этим все выслушивать. Мне в Ленинском райкоме комсомола сказали: ну что ж ты не организовала правильное количество взносов там, в такой-то подопечной твоей школе, учителя не сдали вот эти свои 2 копейки только потому, меня не отправили в Рейкьявик, там должна была быть какая-то там, я не знаю, съезд комсомольцев или какой-то. Неплохо. Ну, то есть по комсомольской линии. Слушайте, Исландия — это мечта, конечно. Да, конечно. И я так расстроилась, что я не поехала в Рейкьявик, и я уже не стала настаивать на том, что я хочу в Компартию. Ну, времена были такие, там, карьеры и так далее, все хорошо. Мне понравилось оставаться в комсомоле, а потом не все расстанусь это... с Не расстанусь с комсомолом, комсомолом, потом молодым, все это закончилось. Но, несмотря на вот этот казус, все-таки 7 ноября, он как-то, знаете, он в памяти. Он в памяти, он как праздник, он понятен. И все-таки революцию, нельзя отменить. Она не зря названа великой. Какие бы спорные вопросы не возникали. Вам близки те идеалы, которые несет этот праздник? Нет, мне вам близок какие это ближе? как праздник. А какие ближе делать? 4 ноября — День народного единства, понимаете, единства. Или вам ближе 7 ноября — День революции? Вот какой день, вы считаете, стоит отмечать? Отмечать, я думаю, стоит все-таки 7 ноября. Вот. 262-72-47 номер телефона для тех, кто все-таки за 4 ноября, кто за единство, за вот мир, понимаете, за Минина Пожарского, за вот это вот все. А 7 не отрицает 4. 262-72-48, вы считаете, что это все бутафория, это все 4 ноября. Вот 7 ноября, вот это да, вот это я понимаю. 262-72-48. Ну и давайте я подведу итоги нашей дилетантской викторины, так сказать. Я обещал, что мы подарим журнал «Дилетант» правильно ответившим на вопросы. И просто уже много ответов, я поэтому уже, наверное, скажу. Смотрите. Естественно, это газета... вы попробуйте, Лилия, отгадать? Это газета «Искра». Да, и если вы пройдете сегодня, если вы сегодня пройдете пешком, а не поедете на машине, да, отсюда из студии, туда пойдете по Чернышевского в сторону улицы Ленина и будете внимательно смотреть на таблички, которые висят на этих зданиях, то увидите, что в одном из домов действительно вот собрались, надо издавать «Искру». Прямо вот здесь и сейчас. Но тогда это еще не было улицы Чернышевского, но тогда они, естественно, предполагали, что наверняка, а эту улицу мы назовем улицей Чернышевского. И несколько человек правильно ответили. Спасибо большое. Уфимская губерния — неправильный ответ, Сергей, извините. Ну что, дорогие друзья, у нас осталось не так много времени до московских новостей, а подводить итоги голосования нужно. И у нас они следующие. Останавливаю. 82% наших слушателей, и, кстати, огромное спасибо за такое большое количество голосующих, 82% наших слушателей считают, что настоящий праздник — это все-таки 7 ноября. Ура! И 18% вот не хотят праздновать день 7 ноября, день Октябрьской революции или день просто там, да, революционных событий, Октябрьского переворота, как некоторые говорят. Хотя я считаю, что это скорее все-таки одна большая революция. Тут я согласен с профессором Хадиевым. Так вот, 18% говорят, не хотим праздновать революцию, хотим праздновать День народного единства. Предполагаю, что эти 82% также бы ответили на вопрос про 1 мая. Нам пора уже, нам пора на новости московские. В 7:30 в Москве, на Эхе новости. Россияне выстроились в очереди за американскими визами в других странах. В Москве их получить сложно. Собеседование нужно ждать почти 3 месяца, сообщает РБК. По информации Российского союза туриндустрии, быстрее всего визу США можно получить в Киеве, но по политическим причинам туда мало кто едет. В основном россияне отправляются за американскими визами в Прибалтику и Грузию. Ранее Вашингтон сократил количество дипломатов в России, приостановил выдачу виз в консульствах, расположенных в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
В Миноборнауки разразился скандал из-за онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции. Исполнителям проекта чиновники предложили избегать слова «презерватив» и говорить о нравственности. Как пишет «Коммерсант», после таких рекомендаций совещание было прервано. В интервью изданию глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский отметил, что в России доминирует точка зрения, что подросткам о сексе лучше не рассказывать. По мнению эксперта, это одна из причин, почему ВИЧ так распространяется масштабно. Он добавил, что к 15 годам до 20% девушек уже живут половой жизнью. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко попросит ФСБ проверить иностранные лаборатории в России. Бывший главный санитарный врач заявил, что готовит соответствующий запрос, передает ТАСС. На днях президент Владимир Путин заявил, что иностранцы собирают в России биоматериалы. После этого Геннадий Онищенко сообщил, что в правительстве готовят закон о биологической безопасности и что иностранные лаборатории, которые делают анализы, могут вывозить биоматериалы за границу. Басманный суд Москвы арестовал более 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы Почты России. Это сделали в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, передает ТАСС. Отмечается, что Дмитрий Страшнов, чьи деньги арестованы, не является подозреваемым. Дело возбудили против главы Департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По версии СК, именно она начислила Страшнову незаконную премию. Место в очереди за новым айфоном в Москве пытались продать дороже самого аппарата. Стоимость услуги в сетевых объявлениях доходит до 90 тысяч рублей, тогда как цена iPhone 10 начинается от 80 тысяч. Как сообщают информагентства, люди в очереди к магазину Apple на Тверской стояли всю ночь и ждут утра, когда начнутся продажи. Тем временем в компании Group IB, которая занимается вопросами кибербезопасности, сообщили о появлении более 500 сайтов, где мошенники предлагают купить iPhone последней модели. В Москве сейчас -5, днем около нуля, местами небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1... Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюпы 75. Телефон 216 11 22. Игорь Соленый переезжает в новую квартиру. То есть так, с ипотекой без первого взноса за 520 рублей в день Игорь Соленый переезжают в свою новую квартиру. Группа компаний «Госстрой». Своя квартира по цене аренды. Звони 285 2055. Госстрой.инфо. Заем предоставляет ООО «Госипотека». Ставка 9,9% годовых. Срок займа 30 лет. Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Застройщик ООО «Генерал-проектная декларация» на сайте general.rf. Предложение не является офертой. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На Эхе Уфе новости, в студии Милюша Латыпова. Министерство ЖКХ Республики потребовало от администрации Уфы вернуть 516 миллионов рублей, выделенные на снос ветхого и аварийного жилья в рамках национальной программы «Жилища». Как сообщает портал Гурабзор, эти средства должны быть возвращены Фонду содействия реформирования ЖКХ до 1 мая 2018 года. Ранее портал Медиаперсейт писал, что в начале октября заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак провел заседание по данному вопросу. На встрече присутствовал глава региона Рустем Хамитов. В ходе совещания было принято решение о том, что мэр Ирик Елалов должен обеспечить возврат этой суммы в бюджет республики и принять меры по взысканию денег застройщиков. Из бюджета республики эти деньги должны быть перечислены в фонд. Напомню, в марте текущего года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников уфимской администрации. По версии следствия, на расселение аварийного жилого фонда чиновники необоснованно выделили застройщикам около 1 миллиарда рублей из бюджета. Как пишет Гурабзор, город также должен вернуть республике свыше 500 миллионов рублей, которые выделялись из казны региона на условиях софинансирования адресной жилищной программы. Блогера Азамата Валеева, известного как Бацил-17, поместили под арест. Заключение под стражу как меру пресечения избрал суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Мужчина обвиняется в совершении убийства по неосторожности. По версии следствия, в подъезде одного из домов на улице Кувыкина обвиняемый ударил в область грудной клетки жителя дома. От удара у пострадавшего разорвалось сердце. Нападавший был в нетрезвом состоянии. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Вчера Кировский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении председателя общественной организации «Башкорт» Фаиля Алчинова за призыв прийти на митинг в защиту башкирского языка, который прошел в Уфе 16 сентября. Активисту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Как сообщается в официальной группе организации ВКонтакте, это уже третий штраф, который назначили Алчинову. Ранее суд распорядился, чтобы активист выплатил 750 и 20 тысяч рублей. С 2018 года в Башкирии семьи при рождении первенца будут получать пожарные извещатели. Соответствующее постановление приняло правительство республики. Напомню, после трагедии, произошедшей в Бирском районе, когда в результате пожара погибло 9 человек, из них 5 детей, глава региона Рустам Хамитов поручил устанавливать пожарные извещатели во всех семьях, где есть несовершеннолетние. Спектакль «Антигона» Башкирского драматического театра имени Мажита Гафури выдвинут на получение престижной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщают в пресс-службе Минкульта Республики. По данным ведомства, постановка Фарита Викчентаева заявлена в 7 номинациях. Это лучший спектакль, лучшая работа режиссера, мужская и женская роли второго плана, а также работа художника. Церемония вручения премии состоится в апреле 2018 года в Москве. Вчера хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде в Шанхай обыграл местный клуб «Кунлунь Ред Стар». Счет игры 2-3. Следующую встречу уфимский клуб проведет с хабаровским «Амуром» 4 ноября. И о погоде. Сейчас в столице 0 градусов, облачно, дождь со снегом. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем -1, вечером +1. Милюша Латыпова, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте. +7 927 304 1051 это номер для ваших смс-сообщений. И у нас есть еще журналы. Мы можем даже еще что-нибудь разыграть. Нет. Все, на сегодня хватит. Много правильных ответов. Аттракцион щедрости от Максима Курникова завершен. Хватит, да. Я только, знаете что, скажу, что мы с вами голосовали. У нас получилось 82% скорее считают праздник Октябрьской революции, 7 ноября гораздо более важным, чем 4 ноября, хотя государство у нас считает по-другому, или, по крайней мере, может быть, считает оно так, как и вы, но хочет, чтобы вы считали по-другому, по крайней мере. Или хочет, чтобы этот праздник и отмечал все-таки на работе. Да, например, так. Но я, знаете, просто что хочу сказать, дорогие друзья. Раз уж мы заговорили о Ленине, об Искре, о революции и так далее, нельзя не обратить внимание на вчерашнюю фразу, тем более, что, откровенно говоря, мы с Дарьей Кучеренко думали еще в понедельник поставить вопрос по поводу того, хоронить Ленина или не хоронить. Потому хотели поставить этот вопрос, потому что Станислав Белковский об этом говорил в своем интервью нашей радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. А тут еще и Кадыров, понимаешь, подоспел. Ну и, соответственно, Зюганов ему тоже ответил. Если вы не знаете, то коротко очень скажу, что Кадыров сказал: хватит глазеть, цитата, хватит глазеть, значит, на труп Ленина, надо его уже захоронить. А Зюганов назвал его слова кощунством. Кадыров, кстати сказать, удивил. Удивил тем, что, первое, это сказал он, а во-вторых, о Ленине более чем Путин пока никто не говорит. Да, как бы стараются эту тему избегать. Меня совершенно вообще не удивило, потому что я прекрасно понимаю, что каждую избирательную кампанию, каждую там какую-то такую сложную ситуацию в России достается труп Ленина и машется тем, кто отвлекает внимание от реальных проблем. Мне так кажется. Это мое заблуждение, вполне возможно. Но тем не менее, хочу вас спросить, дорогие друзья, а считаете ли вы это проблемой? Считаете ли вы это важной темой? Считаете ли вы, что это действительно имеет значение? То, что у нас на главной площади страны стоит саркофаг каменный, и там лежит труп одного из бывших руководителей государства. Вам кажется, что это важно, вне зависимости от того, вы хотите, чтобы он дальше там продолжал лежать, или вы хотите, чтобы его оттуда убрали, но вам кажется, это действительно важный вопрос общественной дискуссии. 262-72-47. 262-72-48 вам по барабану, откровенно говоря.
будет он там лежать или не будет. И вообще это не такой важный вопрос, это только отвлечение внимания. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Итак, 262-72-47. На самом деле мавзолей и Ленин, который лежит, да, точнее, труп Ленина, который лежит на Красной площади, это действительно важный вопрос. И это вещь, которую надо уже решать, надо обсуждать, надо в конце концов что-то с этим делать. 262-72-47, ну или по крайней мере там сохранять, или нет, вам важно, чтобы он остался, или вам важно, чтобы его захоронили. Короче говоря, вам важно. 262-72-47. 262-72-48 номер телефона для тех, кто считает, что это абсолютно неважный вопрос. Вот вам, например, по барабану, лежит там Ленин или не лежит. Лилия. Вы знаете, я испытываю порой неловкость, когда мне приходится, ну, или показывать на Красной площади, на здании мавзолея, показывать это своим близким, уже теперь и родственникам, иностранцам, когда мы бываем в Москве, или знакомые, которые приезжают. У меня есть родственники иностранцы, да. Почему вы не сообщили об этом, когда мы договаривались об эфирах? Так. Вот, и я испытываю некую неловкость. Вот действительно, вот когда там проходят концерты, когда там проходит парад, и вот, знаете, как-то косю взглядом, в сторону мавзолея, и мне неловко говорить о том, что там вообще-то лежит наш глава страны, некогда, бывший, ну, либо лежит костюм некогда главы страны с содержимым того, что там осталось, потому что мне от этого неловко. По барабану, с одной стороны. С другой стороны, вот это вот какая-то неловкость возникает. Да. Но я как бы уже, ну, просто как человек, я не хожу глазеть. Вот реально, мне как-то вот, ну, я считаю это кощунственно, вот ходить, смотреть на труп. Вы считаете, ну ладно, это отдельная песня, что вы считаете по этому поводу, но то есть вас это все-таки трогает. Ну, в общем, не до конца по барабану, прямо скажем, если вы испытываете ходить неловкость. По самой красивой площади России, мира. Москвы, и знать, что там где-то что-то вот такое вот находится, не жизнеспособное, знаете, оно как-то неправильно. 262-72-47, вне зависимости от того, что вы считаете правильным или неправильным нахождение там Ленина, да, но вы считаете это важно, что он там находится, и этот вопрос либо надо каким-то образом решать, либо надо это сохранять. 262-72-47. 262-72-48 номер телефона для тех, кто считает, что это абсолютно не важно. Лежит и не лежит, какая разница? 262-72-48. Максим, вы были в мавзолее? Я был дважды. И Ленина видели? И Ленина, или там, как вы правильно сказали, то, что от него осталось, видел. Первый раз это был в детстве. Я не помню точно, какой это год. Это где-то 88-й или 89-й. Мне кажется, для ребенка это вообще страшно. Это психологический удар. Это было прекрасно для меня, для ребенка, потому что я рос в семье, где меня учили революционным песням. То есть я помню песню про Щорса. Это, наверное, первая песня, которую я вообще пел. Кровь на рукаве. Да, все правильно. И поэтому для меня это было главным событием в жизни. Я просто помню, что я за несколько месяцев, мне кажется, когда узнал, что мы поедем в Москву, я мечтал о том, что я увижу Ленина на полном серьезе. И не учительница, это еще детский сад, наверное. Да, наверное, да. Это вот как раз вот между школой и детским садом, что-то вот так это, да. И я абсолютно вот только и мечтал об этом. Я был абсолютно счастлив, что мы отстояли эту очередь, пришли туда в 5 утра, попали туда что-то в 10 или в 11 уже. То есть мы реально стояли несколько часов. Как же затуманены были наши дети. Несколько часов. У меня есть фотография, где я, да, где... Селфи? Нет, селфи тогда еще я не умел делать, но то есть это было событие прям такое, я был абсолютно счастлив, потому что я не понимал, что это лежит труп. Соответственно, когда я уже студентом ИСТФАКа туда снова попал, это уже были совершенно другие впечатления, абсолютно неприятные какие-то. Не потому что, вне зависимости от отношения к Ленину, я всегда был, тогда я был, по крайней мере, человеком левых взглядов, вот, и то есть у меня никакой такой антипатии к Ленину не было, но наоборот, скорее, симпатии к Ленину были. И, когда я увидел то, что я увидел, это было жутко, и мне, конечно, не понравилось. Но, вы знаете, я вам скажу, что, тем не менее, я как раз, может быть, сейчас ответил бы, что мне все равно. Потому что если бы меня спросили, если бы я вот сейчас оказался бы, не знаю, в 92-93 году, вот тогда да, тогда, наверное, стоило, это было бы символично, это было важно, это было бы вот да.
А сегодня это не будет иметь никакого смысла идеологического. То есть тогда вы ответили бы, что его все-таки стоит захоронить? Да, однозначно. Да. Ну, то есть не тогда ж, не я тогда. А вот если бы я оказался в 92-м году со сегодняшним своим мировоззрением, то, наверное, в 92-м, да, это как символ, это важно было, да. Сегодня это как музейный экспонат. Сегодня это потеряло какой-то, мне кажется, идеологический смысл, потому что когда Геннадий Зюганов говорит, не надо ничего трогать, потому что он там захоронен по православному обычаю. Ого. То есть, когда лидер коммунистической партии объясняет, что не надо трогать Ленина, потому что он там по православному обычаю лежит, то есть аргументация То есть у этого музея убивает. очень шикарная придворовая музейная территория, я бы сказала. Ну, это какой-то, конечно, лютый трэш. Ну, давайте буквально последнюю минутку поголосуем. 262-72-47. Вам важна история с Лениным, и вам важным, кажется, вопрос по поводу того, что там мавзолей должен находиться или не должен находиться. И 262-72-48 вам по барабану. Вот вам по барабану, на самом деле. 262-72-48. Голосуем еще сколько? 3 секунды? Говорю, да. Что нам не хватает третьего телефона. Мне кажется, вот если бы мы задали вопрос, а кто такой Ленин? И вы знаете ли, кто такой Ленин? Бросьте, у нас наша бы тоже аудитория, бросьте, нет. Постебались бы это точно. Тролль, это понятно, да, но поэтому и хорошо, что у нас нет еще одного номера телефона, и мы заставляем людей выбрать все-таки больше туда или больше сюда. Останавливаю голосование, и сегодня, наверное, это, конечно, самое-самое-самое интересное голосование. Кстати, Алексей пишет, пирамиды стоят и никому не мешают, а труп КПРФ пора закопать, клоуны политические. Алексей, я вот как раз хочу сказать, что вот именно пирамиды стоят и никому не мешают. То, что сегодня стоит на Красной площади, это все равно, что пирамида уже. Вот еще 20 лет назад это был важный политический символ. А сегодня, когда Геннадий Зюганов рассказывает нам, что Ленин захоронен, оказывается, по православному обычаю, знали бы те, кто хоронил Ленина таким образом по православному обычаю, что они это делают, оказывается, по православному обычаю. Вы знаете, буквально вчера я для одной программы, которая не в Уфе выходит, делал как раз по антирелигиозной пропаганде в школе. Мы слушали старые программы 60-х годов вместе с нашим звукорежиссером Никитой Поляниным и смеялись, потому что там рассказывалось, как ужасна школа, в которую ходят священники. Приходят и что-то там диктуют, какие-то свои условия. Это 60-е годы. И поэтому, когда Зюганов говорит, что, оказывается, Ленин по православному обычаю, слушайте, мне кажется, там всех надо уже обследовать, как минимум. Итак, у нас следующие результаты. 56% наших слушателей, 56% наших слушателей считают важным вопрос о Ленине на Красной площади. Важным. 44% считают его неважным, этот вопрос. Окей. Мы понимаем, что сегодня в этой дискуссии на президентских выборах, или, если хотите, в кавычках, на президентских и в кавычках на выборах, будет вопрос о Ленине. Если вы читали книгу не Зыгоря, все сказал, Зыгоря, наоборот, да? Зыгорь, не Зыгорь, это телеграм-канал. Зыгоря «Вся кремлевская рать», то как раз она начинается с того, что было главным вопросом конца ельцинской и начала путинской эпохи. Это именно вопрос, захоронить Ленина или не захоронить. В администрации президента все мечтали об этом, считали это важным вопросом. Да? А Владимир Путин, в общем, посчитал, что это не так важно и нужно его оставить. Но вот если сейчас в этой избирательной кампании эта тема будет темой, может быть, не номер один, но, по крайней мере, важной темой, вы скорее склонитесь к кандидату, который будет говорить, надо захоронить, надо уже поставить точку в этом вопросе и убрать с Красной площади, по крайней мере. И 262-72-48 нет, вы скорее поддержите кандидата, который скажет, надо сохранить статус-кво. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47. Номер телефона для тех, кто проголосует скорее за кандидата, который призовет закопать Ленина. Давайте так скажем. И 262-72-48 номер телефона для тех, кто проголосует скорее за кандидата, который скажет, нужно оставить так, как есть. Нужно оставить статус-кво. 262-72-48. Лилия. Я не буду рассматривать программу любого кандидата с точки зрения его отношения к Ленину. Но тем не менее. Наверное, я соглашусь с программой его, если она меня удовлетворяет, и если там действительно написано о захоронении, я больше пойду за него. Меня еще интересует, знаете, какой вопрос? А вот захоронят труп Ленина, а вот это вот все остальное, пирамидальное, оно так там и останется? Оно будет пустовать или там откроют какой-то там,
Хостел. Как я хостел ужасно. Ну, Лилия, ну какой кошмар. А что там можно сделать? Ну, не в торговый центр. Фильм ужасов ну, как раз есть хостел, да. Представляете? Некоторым же это было бы интересно. Ну, вы знаете, я бы там открыл музей репрессий. Или там, не знаю, музей коммунизма. Да, вот со всеми, в том числе и ужасами, которые, да, были в это время. Я вот что-нибудь такое, мне кажется, очень место такое располагает к этому. Аура такая хорошая для этого. Хорошая аура. Подходящая. Не хорошая, но подходящая. Да, 262-72-47 номер телефона для тех, кто проголосовал бы скорее за то, что его нужно захоронить. Да, и 262-72-48 номер телефона для тех, кто считает, что это нужно оставить как есть. Статус-кво, да, 262-72-48. А думали бы, конечно, те коммунисты, которые 100 лет назад делали революцию, о чем будут спорить через 100 лет. Мне кажется, это лучшая оценка тому эксперименту, который они провели над страной. Ну что, 262-72-47. Еще раз напоминаю, номер телефона для тех, кто считает, что все-таки захоронение Ленина лучший выход из ситуации. Кто проголосует за. Ну да, кто будет поддерживать ту программу, где будет захоронение Ленина. 262-72-47. Хотя, конечно, это не должно быть единственным пунктом. Да? Но вот просто вот вам симпатичен будет этот пункт, скажем так. 262-72-48. Нет, нужно оставить статус-кво. Вы скорее считаете, что не нужно ничего трогать. Вот пускай останется как есть. Хотя бы даже потому, что все остальные пункты, возможно, будут одинаковы у всех кандидатов. 262-72-48. Ну и, кстати, давайте я еще раз напомню, что как раз лекция по революции будет в историческом парке «Россия. Моя история». Нет, по революции будет 7 ноября. Да, 7 ноября лекция доктора исторических наук, профессора Хазиева «Великая русская революция». А вот я вижу время, в 18:00. В 18:00 будет эта лекция. В 6 часов вечера. Значит, я так подозреваю, просто мне не написано, во сколько будет про Минина и Пожарского в исторической судьбе России. Сегодня будет лекция. Вообще, кстати, дорогие друзья, давайте приучаться ходить на лекции. Это очень полезная штука. Так вот, сегодня, 3 ноября, будет Минин и Пожарский в исторической судьбе России, и вы сможете задать вопрос, я уверен, лектору, это доктор исторических наук, профессор Хазиев. Я так подозреваю, что в 6 часов. Но если что, вот их номер 347-286-6066. Ну, просто 286-6066. Ну и 287-29-53, если что, еще один. Так вот, дорогие друзья, мы с вами голосуем по поводу Ленина, и у нас с вами следующие номера для голосования. 262-72-47, номер телефона для тех, кто считает, что надо похоронить. 262-72-48, 262-72-48, номер телефона для тех, кто считает, что нужно оставить как есть. Ну, я так понимаю, что мы можем потихоньку подводить итоги голосования. Спрошу нашего звукорежиссера, а сколько у нас там персонально ваш по времени? 5. Ага, то есть мы успеваем. Отлично, все. Останавливаю я голосование, и у нас следующие результаты. 64% наших слушателей выступают за то, что надо все-таки предать земле, так сказать. И 36%, ну или, не знаю, там сжечь или еще, ну, в общем, как-то уже избавляться от мавзолея, короче говоря. И 36% считают, что нужно оставить так, как есть. 36% считают, что нужно оставить так, как есть. В общем, результаты понятны. Ну, в общем, слушатели «Эхо Москвы» понятно, что здесь больше тех, кто считает, что надо расстаться с этим прошлым каким-то образом. Давайте мы сейчас послушаем отрывок из программы «Персонально ваш». Я напомню, что программа «Персонально ваш» у нас выходит каждый день, кроме пятницы. Вчера гостем программы «Персонально ваш» был Виталий Буркин. Сегодня будет программа «Редколлегия», но о ней я подробнее чуть скажу уже после того, как мы послушаем отрывок из вчерашнего Виталия Буркина. Вот вы сказали, что вы со всей страны получили какие-то слова поддержки. А в адвокатской палате вы разговаривали с другими адвокатами? Что они говорят? Ну, знаете, я не скажу, что так общаюсь со многими адвокатами. Я не поддерживаю связи вот с очень многими, да, может, у меня там человек 10-15 круг общения. Ну, естественно, все возмущены, да, слова поддержки. Но в открытую поддержку никто не вступает, только с других регионов. Ни в коем случае я не осуждаю и не обижаюсь. Это, я считаю, абсолютно нормальная вещь с учетом того, что происходит у нас
Просто почему я вас спрашиваю о том, что в принципе происходит с сообществом? Потому что истории, которые вокруг адвокатов происходят, они всегда вызывают интерес, ну, по крайней мере, аудитории, и почему-то редко вызывают комментарии коллег. Ну, например, эта история со взрывом, да, помощника адвоката. На ваш взгляд, насколько эта история ясная, понятная, расследованная, или там еще много неясного? Знаете, я вообще никакой информации не обладаю, у меня там на уровне слухов, то есть, насколько я понимаю, оно еще ведь не раскрыто, это преступление? Не раскрыто, и информации никакой нет. Там просто, знаете, история произошла такая, что в итоге был задержан адвокат, и ему вспомнили какое-то старое дело для того, чтобы якобы, как пишет «Коммерсант», из него там показания вытянуть. Насколько это распространенная, вот, по вашему опыту, практика? Вот абсолютно демонстративное проявление беззакония, да, даже в отношении адвоката. То есть, насколько мне известно, какое-то дело там есть бородатое 2010 года, было возбуждено, потом прекращено, но ведь очевидно, что возобновили его в связи с какими обстоятельствами. Ну ладно, возобновили. Применять заключение под стражу, то зачем? Меру пресечения. То есть вот еще один яркий пример того, что все-таки суд – это элемент правоохранительной системы. Ну, какое может давление, воздействие оказать человек, тем более адвокат, на ход расследования, дело, которое было возбуждено 7 лет назад, и по каким-то причинам оно было прекращено. Значит, все-таки, наверное, либо он невиновен, либо его виновность не доказана. Это следует заключить. И тоже ведь я не видел, чтобы адвокатское сообщество за него вступалось открыто. Но как-то вот и я вот тоже открыто не вступался, да, поэтому кого-то критиковать за это я не могу. Ну, еще один вопрос, который тоже пришел по СМС от Индиры. Намереваетесь ли вы продолжить защиту Сагита Исмагилова? Естественно, намереваюсь. Я вот с этими суетными делами до конца не изучил приговор. Апелляционную жалобу уже подали для того, чтобы срок не пропустить. А сейчас будем уже более мотивированное дополнение делать к этому. Если статуса адвоката у меня не будет к апелляции, то будет другой защитник его защищать. Если у меня будет, то я его буду защищать, скорее всего. Очень интересное дело. Оно очень ярко характеризует вообще качество расследования. Человеку вменили стихотворение булгарского поэта. Какого же века-то? Кажется, 16. Кажется, 16 века, которое на самом деле было в защиту татар. Вот. При том, что к памятникам литературы отнесено это произведение, экстремистским не признано. И Верховный суд у нас высказался достаточно однозначно, что само по себе даже то обстоятельство, что произведение не включено в список экстремистской литературы, еще не говорит о том, что в действиях состав преступления есть, да, если лицо распространяет. А уж о чем тут говорить, если человек распространяет ту литературу, которая не признана таковой. Я думаю, здесь надо Исмагилову будет до кассации дойти до Верховного суда России, потому что пару дел было в этом году, в которых суд достаточно ясно выразил свою позицию. Не надо уже заниматься совсем уж беззаконием, да, и высасывать там обвинения из пальцев. Вам кажется, что у Сагита Исмагилова очень хорошие перспективы в более вышестоящих инстанциях отменить решение? Да. Мне очень интересна судьба экспертизы, которая там была. Какие-то очень непонятные истории были с экспертами. Эксперты из одного вуза, печать из другого вуза. А насколько такие вопросы потом в российском, по крайней мере, судопроизводстве могут быть предметом для разбирательства? По сути, то, что приносится в суд обвинением как экспертное заключение, является каким-то подлогом, что ли? Я вот в своих публикациях, они мне почему-то не стали менять их вину. Давно начал затрагивать эту тему безнаказанности правоприменителей, то есть следователей, экспертов, сотрудников прокуратуры. Уверен, что необходимо больше возбуждать уголовных дел о преступлениях против правосудия. То есть вот это как раз фальсификация доказательств. Вот здесь один из ярчайших примеров, когда срочно необходимо проверку провести и возбудить уголовное дело. Но здесь проблема даже, Максим, знаете в чем? Заключение эксперта, оно здесь не обладало никаким либо доказательственным значением. Оно носило такой рекомендательный характер. Никто и не утверждал, что рознь разжигал и ненависть. Исмагилов, там лишь указано было, что он негативно отзывался о национальной группе, а это не образует состав преступления. Виталий Буркин, да, был у нас вчера в гостях. Напомню, что сегодня нет программы «Персонально ваш». По пятницам выходит программа «Редколлегия». И сегодня в «Редколлегии» будут журналисты Елена Черкова, это про УФУ, «Бонус», и Ленар Мингазов, это «Уральская газета». Ну что ж, спасибо всем, кто слушал нас на этой неделе. Всем пока. Всего хорошего.